Сегодня, когда я вижу, как над башкирами, которые воюют в Украине, издеваются, избивают, унижают, раздевают догола, сажают в ямы, отправляют в мясные штурмы, когда я вижу, как жены и матери башкир записывают жалобные воззвания и просьбы к Владимиру Путину, когда я вижу видео, где башкир подвешивают за яйца на деревья, когда я читаю новости, где описывают, как командиры убивают своих же башкир, жестоко вспарывая им животы и ломая колени, я вспоминаю историю столетней давности. Тогда башкиры сами создали свою республику, Башкортостан, создали свое правительство, создали свое войско. Первое время башкиры были в союзе с белыми, которые признавали их, и воевали против красных. Но ситуация поменялась с приходом Колчака, который заявил, что никаких национальных правительств больше не будет, никаких национальных республик не будет, что будет только единая и неделимая Россия. Башкирам ничего не оставалось делать, кроме как перейти на сторону Советов, заключив с ними соглашение. Те же, в свою очередь, в отличие от Колчака, поступили мудро. Они признали за башкирами их республику Башкортостан, признали их башкирское правительство. Но, когда башкирское войско перешло на сторону советских войск, красные сволочи, припоминая башкирам, что когда-то они воевали против них, начали издеваться над башкирами. Их начали разоружать, их начали избивать и даже расстреливать. История с убийством нашего башкирского поэта Шейхзады Бабича как раз из той серии. Так вот, башкиры не стали долго терпеть. Однажды ночью дивизия под командованием Мусы Муртазина просто взяла и вырезала весь Смоленский полк, который отличился издевательством над башкирами. Вырезав подчистую весь полк, башкиры просто взяли и ушли обратно на сторону белых. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у башкир тогда было чувство своего собственного достоинства. Они помнили, кто они, что они сыновья великих предков, что у них есть честь и гордость. Спрашивая сегодня у наших башкир, я хочу узнать, осталась ли у них гордость, осталась ли у них честь, осталось ли у них чувство собственного достоинства, понимают ли они, что над ними издеваются, их убивают и отправляют умирать за непонятный чужой русский мир. Задумайтесь над этим, башкортар.